Сегодня врачи наведались в основную общеобразовательную школу номер 2 Сунжи. Здесь обучаются дети с 1 по 9 классы. Как правило, именно такие учреждения – идеальное место для распространения вирусной инфекции. Причины самые банальные – несоблюдение гигиены и контакт с инфицированным. Перед началом процедуры дети проходят медицинское обследование, и только после школьникам ставят укол. Алие Бузуртановой делают прививку от полиомиелита не впервые. Бояться нечего, делится девочка. Главное – быть здоровой. Я очень люблю прививки, Как ты думаешь, зачем тебе сделали прививку? чтобы я не болела, не кашляла. Полиомиелит представляет собой серьезную угрозу для здоровья детей. Болезнь поражает центральную нервную систему и может приводить к тяжелым параличам, а в некоторых случаях и к летальному исходу. Особенно уязвимы дети до 5 лет, так как вирус передается через рот и размножается в кишечнике. Именно поэтому в детских садах и школах нашей республики планово проводится вакцинация. Прежде чем ставить прививку, у каждого родителя берется письменное согласие. Не обходится и без отказников, которые не понимают всю серьезность ситуации. В этом случае врачи поясняют родителям. Вакцинация – единственный способ обезопасить маленький неокрепший организм. Мамы, пришедшие поддержать своих детей, делятся, что доверяют врачам и никогда не слушают сомнительных антипрививочников. прививки جيتيتا سقو حنزي يغير حنزوجي يجدد خداري عندلي осложнение حمخندات بيرج نرمانة ضروري تدخل نامقلا واش بيرج прививки تشديك خيطر بيرج مدير حجم ديزي أقارك прививки حياتش بيرج могусь марш ходолش. Я считаю, что надо обезопасить ребенка, обезопасить и окружающих, в принципе, чтобы обезопасить, надо прививать детей, чтобы в дальнейшем они могли полноценно жить, мне кажется. Полиомиелит – инфекция, которая проникает в организм через пищеварительный тракт. Ее вирус способен сохраняться до 4 месяцев. Симптомы не отличаются от простудных. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Если ребенок заболеет паралитической формой полиомиелита, то он может остаться калекой на всю жизнь. Поражается нервная система, поражается мышечная система. Человек получает паралич, либо односторонний, либо двухсторонний, и не может полноценно двигаться всю жизнь. Возврата нет. Реабилитации это не подлежит. Улучшить можно, но вылечить нет. Первый тур дополнительной иммунизации медучреждениями республики будет проводиться в школах и детских садах региона до конца этой недели. Вакцинации подлежат дети до 14 лет включительно. Мадина Цорама, Владгирия Хильгов, Магаз 24.